Добрый вечер на телеканале ТНВ Татарстан, ток-шоу «Точка опоры». Приветствую всех наших телезрителей. Хайрли Кич, в студии Светлана Кадырова. В настоящее время количество онкологических диагнозов, установленных у людей в возрасте от 15 до 39 лет, выросло на 30%. Распространенность рака в этой возрастной категории увеличивается на 1% ежегодно. А это вот золотой возраст, когда люди создают семьи и рожают детей. Для женщины стать мамой, наверное, главная миссия в жизни. И вот страшно, наверное, услышать онкологический диагноз и задуматься о том, что ты, возможно, не сможешь иметь ребенка. Вот так это или не так, потому что медицина не стоит на месте. Есть новые технологии. Об этом сегодня говорим с нашими замечательными экспертами. Я думаю, программа сегодня для многих, возможно, откроет новый вектор развития в этой жизни и, возможно, подарит смысл жизни тоже. Представляю с удовольствием наших экспертов. Елена Сергеевна Куртасанова, заместитель главного врача по акушерской гинекологической помощи университетской клиники КФУ, врач высшей категории. Рада вас видеть. Фирая Маратовна Сабирова, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения Республики Татарстан, заслуженный врач Республики Татарстан. Хайрли Кич. Добрый вечер. Впервые с нами Эльмира Жамилевна Шакирова, старший преподаватель кафедры акушерства и гинекологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, онколог, гинеколог Республиканского клинического онкодиспансера имени профессора Сигала, кандидат медицинских наук. Альфия Ириковна Нестерова, руководитель отдела трансляционной онкологии и телемедицинских технологий Республиканского клинического онкодиспансера имени профессора Сигала, кандидат медицинских наук. Рада вас видеть. Вечер. Наиля Эдгаровна Бакирова, врач и репродуктолог университетской клиники КФУ, доцент кафедры акушерства и гинекологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, кандидат медицинских наук. Рада вас видеть. И Венера Леонидовна Сабирова, преподаватель кафедры акушерства и гинекологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Нас можно смотреть прямо сейчас в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты могут выражать свою точку зрения также кнопками на ваших пультах. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Не думаю, что нам это понадобится, но на всякий случай. Начнем традиционно с результатов опроса нашей интернет-аудитории. В группе ТНВ ВКонтакте мы спросили, мы подумали, что телезрители и интернет-аудитория мало знают, что такое онкофертильность, о чем мы сегодня с вами будем говорить, но мы подумали о том, а следят ли вообще за новыми технологиями в медицине. Насколько сегодня людям это интересно, важно. И вот вы знаете, результаты опроса нас удивили. Спросили мы, следите ли вы за новыми медицинскими разработками? Да, я верю в возможности новых технологий. 44% проголосовавших, это много на наш взгляд. 22% посчитали, что новые технологии вот есть, но они недоступны обычным пациентам. Ну и 33% респондентов сказали, парацетамол наше все. Такие люди тоже есть, и это хорошо, что они есть. Может быть, сегодня как раз нам есть смысл с ними и поговорить, и убедить их в чем-то другом. Телезрителям адресуем этот же вопрос. Итоги интерактивного голосования подведем в конце программы. А мне хотелось, чтобы вот эксперты расшифровали вот этот интернет-опрос и результаты. Почему есть такие люди, которые с парацетамолом по жизни, а почему есть те, и под 44% это много или нет, Елена Сергеевна, те, кто следит? Это много. Я считаю, что это много, потому что на самом деле люди, они же, в общем-то, в реальной жизни очень редко задумываются о проблемах со здоровьем, когда это, как говорится, не коснется вот прям сразу, да? И наша вот основная задача, как медицинских работников, именно помочь человеку в тот момент, когда у него случилась какая-то проблема со здоровьем. Я сейчас ни в коей мере не говорю о том, что не надо заниматься профилактикой. Это тоже, на самом деле, достаточно большой пул работы медицинских работников, людей в белых халатах. Вот. Но, тем не менее, когда остро встает проблема какой-то заболеваемости, какого-то заболевания, конечно, врач должен оказаться лицом к лицу с пациентом и разъяснить ему все современные тенденции, все современные возможности медицины. Фирая, согласна или нет, что все-таки, мне кажется, с приходом интернета, в принципе, которому тоже 30 лет, но активная фаза такая, что люди стали действительно больше следить за новыми технологиями, потому что, более-менее доступно все. Сегодня понятно, и можно о чем-то почитать. Может быть, 44% оттуда? Возможно, оттуда. На самом деле, интернет это, конечно, благо, но, к сожалению, без самодиагностики, да, когда? Да, то есть без самодиагностики. То, что это как информационный ресурс, безусловно, правильно. Но я хочу сказать, что очень хотелось бы, и сразу хочу сказать большое спасибо вам за то, что вы эту тему подняли, потому что для нас эта тема действительно актуальна, и она, к сожалению, вызывает у нас беспокойство именно потому, что технологии-то они есть, но знают о них мало. Вот я тоже очень надеюсь, что после сегодняшней передачи информированность наших пациентов в этом отношении, она вырастет. Спасибо большое. Вот у меня все-таки вопрос. 22%, которые считают, что новые технологии недоступны для пациентов. Вот вас не тревожит эта категория людей, Альфия Ириковна?
Тревожит, но я бы хотела, пользуясь случаем, сказать, что у нас сейчас очень сильно развиты телемедицинские технологии для тех, кто, может быть, смотрит первый раз, и есть возможность любому пациенту отправить свой запрос в любой федеральный центр и получить ответ. И это, наверное, для тех, кто не верит. И, собственно говоря, у нас в каждой структуре, в каждой медицинской структуре сейчас есть такой отдел. Я думаю, что многие еще там помнят, особенно из телезрителей, телемедицину в духе Чумака, да? То есть, на самом деле, технологии совершенно шагнули в другую сторону. Сегодня мы о них расскажем. Эльмира Жамилевна, на ваш взгляд, вот результаты интернет-опроса вас в чем-то смутили? 30% парацетамольных вас как? Ну, я думаю, что и парацетамол тоже многие люди не верят, на самом деле. У людей есть определенная группа, которых, в принципе, есть недоверие к медицине, да, это тоже... Мы об этом тоже не должны забывать. И самое главное, конечно, это контакт между врачом и пациентом, потому что нужно им объяснять, нужно с ними общаться, разговаривать, говорить о заболевании, ну, если оно возникло, чтобы у людей, у пациентов было доверие к врачу, чтобы был между нами контакт. Ну, главное, чтобы еще пришли, да? Мы еще как раз Елена Сергеевна говорила, что не все доходят, и еще диагноз ставят в интернете. Наля Абгаровна, на ваш взгляд, есть тревожащие цифры в вопросе? Или, в принципе, я показывают... думаю, как раз мы сегодня для того и собрались, для того, чтобы быть открытыми, доступными для наших больных, для наших пациентов, для потенциальных пациентов, для здоровых людей, чтобы дать понять, что мы всегда открыты для сотрудничества, у нас очень много возможностей, инструментов. И самое главное, чтобы пациенты не замыкались только на интернете, вот как вы сказали, не занимались самолечением. Мы иногда говорим своим пациентам: захлопните лэптоп, идите лучше на осмотр. Хорошо, Леонид, подведите итоги, да, на ваш взгляд. Да, конечно, я думаю, что, безусловно, 44% это немало, но помимо того, что вот мы сегодня собрались, да, для того, чтобы разъяснить пациентам и открыть какие-то новую информацию для них, безусловно, информирование не только пациентов, но и врачей. Врачей о том, что существуют новейшие технологии, которые помогают сохранять онкофертильность, да, и врачи на местах, амбулаторные врачи тоже должны и знают об этом. И осведомленность пациентов через врачей тоже очень важная составляющая. Хорошо, спасибо. Итак, вот онкофертильность. Я понимаю, что очень много людей по ту сторону экрана мало что понимают, и, возможно, еще слово «фертильность» где-то присутствует у некоторых представителей женского пола, женской половины. Сейчас мы посмотрим, в принципе, что такое фертильность. Да? Во-первых, хочу озвучить такую цифру, что в современном мире женщины все откладывают рождение ребенка на более поздний срок. Сегодня в Татарстане средний возраст рождения первого ребенка 29 лет. К этому времени присутствует иногда и букет заболеваний, в том числе могут быть и онкологические диагнозы. Вот, Елена Сергеевна, Ферая Маратовна, что такое в принципе женская фертильность, что на нее влияет, что такое онкофертильность и вот с чего вообще предстоящим будущим мамам начать? Ну, что такое фертильность в общем? Фертильность – это способность индивидуума к воспроизведению себе подобного. То есть фертильность – это как способность женщины, так и мужчины родить здоровое потомство. Онкофертильность – это фертильность, сохранение фертильности у людей, у которых есть какое-то иное, то или иное онкологическое заболевание. То есть сохранение фертильности у женщины или у мужчины, который подвержен какому-то онкологическому заболеванию, вот это основная тема того, о чем мы сегодня хотим поговорить. Вот. Но вы совершенно правильно сказали, что сейчас у нас есть даже такой термин, как отсроченное материнство. И к тому моменту, когда некоторые молодые люди собираются стать родителями, естественно, они в силу возрастных аспектов имеют уже определенный набор заболеваний. И, к сожалению, онкологические заболевания в этом списке тоже могут присутствовать. И, соответственно, конечно, в этой ситуации что можно пожелать людям? Следить за своим здоровьем. С каких врачей начать? Куда обращаться? Ну, на самом деле в Российской Федерации существует ведь целая законодательная система слежения, если можно так выразиться, да, за своим здоровьем. То есть периодические медицинские осмотры, диспансеризация населения, это все есть. Это все есть, и это все работает. Есть онкологические скрининги, есть программа онкоскринингов. Альфия Яриковна, наверное, даже лучше ответит на этот вопрос, чем я, да, потому что это вот такая вот действительно четко выстроенная программа, на которую, если
действовать вот согласно этому алгоритму, то в принципе в 90% случаев можно рак на ранней стадии диагностировать и, соответственно, Мне кажется, боятся лечебные скрининга, мероприятия. нет, Марфия Эриковна? Вы знаете, на сегодняшний момент Это тенденции уже пойти меняются. вот и сидеть в ожидании в каком-то, да? Это же надо решиться вообще на это. Очень сильно сейчас меняются, мы на стыке разных поколений. Раньше, когда приходила бабулечка, ей 80 лет, она говорила, я никогда до этого никогда не болела, не ходила в больницу. И для нее это было признак гордости. На сегодняшний момент мы себе, конечно, такую роскошь позволить не можем. 80 лет иметь крепкое здоровье. И это связано с рядом причин. И на сегодняшний момент поколение новое, они больше заботятся о своем здоровье, они более, так скажем... Мода на здоровый режим все-таки есть, да, такой тренд, запрос? Да, как-то расположены проходить чекапы, да, чекапы для женщин, для мужчин, в зависимости от возрастов, в зависимости от той патологии, которая встречалась в семье того или иного человека. И больше того, сейчас люди выбирают предметно, где они будут проходить чекап и какие обследования они будут проходить. Чекап – это полное обследование, полное обследование, да? Чекап, полное обследование. Какие обследования они хотели бы пройти дополнительно. Вот, и приводят своих родителей, да, и уже дети обучают своих родителей заботиться о своем здоровье. Это такая культура собственного здоровья, все-таки она развивается. Фрая Мартовна, в принципе, что может повлиять на фертильность, вот, на нашу способность? Какие факторы? Насколько сегодня... Вообще есть какие-то показатели? Еще 10 лет назад мы были более фертильны, чем сегодня. Если говорить о фертильности и как бы обратной стороне, о распространенности бесплодия, то, к сожалению, я не могу сказать, что просто в какой-то такой геометрической прогрессии растет этот процент, но он растет, по крайней мере, он не снижается. То есть процент, к сожалению, женщин и мужчин, которые страдают бесплодием, у них снижена, как мы говорим, фертильная функция, они есть. Но я бы немножко даже не об этом хотела сказать, а вот поддерживая коллег, мы действительно сейчас, мы вот понимаем, да, что у нас есть технологии и есть как бы возможность провести чекапы, но нам очень нужно, чтобы пациенты пришли к нам. Не пациенты, а наши мужчины, женщины. Я опять о своем сертификате молодоженов, о котором мы очень много говорили в этой студии. И кроме этого сертификата в этом году в Российской Федерации и в Татарстане в том числе вводится еще диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья. То есть государство делает это бесплатное. Государство делает очень много для того, чтобы люди пришли и просто прошли вот этот скрининг. И в этот скрининг в обязательном порядке входит в том числе и скрининг на онкозаболевания. То есть для женщины это обязательно исследование шейки матки, молочных желез, УЗИ органов малого таза, то есть то, что может выявить вот, онкологию на ранней стадии. И очень хочется, чтобы люди воспользовались этой возможностью. На самом деле мы, к сожалению, хотя да, я согласна, что появляется поколение, которое следит за своим здоровьем и как бы готово прийти, и тем не менее, все-таки еще говорить о том, что это сформировавшаяся культура, пока еще, наверное, рано, но очень хочется, чтобы так было. И еще немножко о сертификате молодоженов скажу. У нас уже есть небольшой, как бы итоговые такие результаты, когда к нам пришли порядка 300 значит, молодых людей, это молодой возраст, где-то 26, 27, 28 лет. И вот из этих молодых людей 80% хотели бы иметь ребенка в ближайшее время. Но из этих 80%, вы задумайтесь, только 17% здоровые. А остальным нужно что-то делать для того, чтобы, прежде чем войти в эту беременность, нужно какие-то меры предпринять. В том числе могут выявляться и онкологические заболевания, к сожалению. И это, конечно, с одной стороны радует, что мы можем выявить, и потому что, к сожалению, есть еще такие моменты, когда, например, рак шейки матки выявляется во время беременности. И это громадная трагедия, когда уже и лечить, и тут уже и беременность, и, в общем, это как бы... То есть эта ситуация очень такая тяжелая и для пациента, и для врача, который это наблюдает. Поэтому вот очень хотелось бы, чтобы те, кто смотрит сегодня передачу, они бы услышали нас и пришли бы к врачу для того, чтобы, вы правильно совершенно подчеркнули, абсолютно бесплатно посмотреть, сделать этот скрининг, а вот не, то есть это такая, чтобы не была такая политика страусиная, да, то есть пока лучше ничего не знать, ничего не слышать. Вот. Есть такое, да, в нашей ментальности где-то это заложено. Кстати, на этой неделе в Набережных Челнах или Нижнекамске сделали выездную диспансеризацию. То есть, во-первых, она выездная на промышленные предприятия, и людям не нужно отпрашиваться, куда-то уходить, и там была очередь. И сделали в торговых центрах.
диспансеризацию. И это оказалось тоже очень удобное для людей, которым, опять, не нужно идти в больницу. Мы боимся этих поликлиник, похоже. Может быть, я еще вот сейчас просто мысль такая возникла, может быть, не называть там чекап на онкоскрининг и так далее, может, каким-то другим красивым, более мягким словом, может быть, люди вот этого боятся. Как думаете? Эльмира Жамилевна, может, название другое какое-то придумать? Может, потому что человек идет изначально проверять себя на онкологию. Мне кажется, это человек, если он мотивирован, он пойдет независимо от названия, в общем-то. Осталось замотивировать, да? И не бояться. Так, еще у нас, мы уже озвучили тревожные факты. Вот сейчас Ферия Маратовна сказала по поводу 17% здоровых молодоженов из 300. За 30 лет значительно усовершенствовались методы ранней диагностики злокачественных опухолей, их лечения. Понятно, и диспансеризация здесь помогла. Но вот многие пациенты молодые успешно завершают лечение. И в настоящее время 5-летняя выживаемость, это термин такой, уважаемые зрители, я прошу не пугаться, но вот так это звучит. 5-летняя выживаемость среди женщин 20-49 лет со всеми видами онкологических заболеваний составляет 79%. 10-летняя выживаемость 74%. Вот, Эльмира Жамилевна, каким образом онкологические заболевания влияют на возможность рождения детей в будущем? Да? При каких опухолях женщина вообще должна идти к репродуктологу? При каких не должна, возможно? И может ли женщина после перенесенного рака женских половых органов самостоятельно забеременеть и родить? Я думаю, такие истории, возможно, есть. Вы уже о чем даже сможете рассказать. Ну, во-первых, начнем с первого вопроса. Да? Каким образом влияет онкологическое заболевание на репродуктивную функцию, на возможность иметь детей? Это может быть влияние не самого заболевания, а нашего лечения, поскольку лечение онкологических заболеваний, оно очень агрессивное. И помимо того, что оно воздействует на опухоль, оно, в общем-то, воздействует на другие системы организма тоже. И у нас есть в онкологии 3 основных метода лечения. Это хирургическое лечение, операция, это лучевая терапия, облучение и химиотерапия, лекарственные препараты. И каждый из них может воздействовать на органы репродукции. Хирургическое лечение, это, конечно, прежде всего касается онкологических заболеваний половой системы. То есть может потребоваться удаление матки, яичников у женщин, что понятно, что приведет к потере возможности иметь детей. То же самое это касается и мужчин. Я говорю про женщин, поскольку я онкогинеколог, и коллеги тут у меня акушер-гинекологи, но вообще для мужчин это тоже касается. А также химиотерапия, она может подавлять функции яичников, и в дальнейшем яйцеклетки могут не вырабатываться. И облучение, особенно облучение малого таза, оно вызывает необратимое подавление функции яичников. И поэтому вот этот вопрос о возможности сохранения репродукции, репродуктивной функции нужно ставить до начала лечения, до того, как мы начали лечить онкологическое заболевание. И женщины, которые подлежат консультации репродуктолога, это все женщины, в общем-то, заинтересованные в этом репродуктивного возраста, которые еще не реализовали в полной мере свою репродуктивную функцию, потому что есть женщины и в 25 лет, у которых по 3-4 детей, в общем-то, у них этот вопрос снят. И это те женщины, которым предстоит удаление органов, половых органов, яичников или матки, те женщины, которым предстоит хотя бы 1 курс химиотерапии и лучевой терапии до начала лечения, до начала онкологического лечения специализированного. Но в то же время, вот то, что касается третьего вопроса, женщины могут даже при онкогинекологических заболеваниях родить, забеременеть самостоятельно. И я опять буду повторять моих коллег, но это действительно очень важно. В том случае, если опухоль выявлена на ранней стадии, у нас есть возможность сделать небольшую органосохраняющую операцию, сохранить яичники и матки, и даже может не потребоваться какие-то вспомогательные технологии. Но для того, чтобы найти опухоль на ранней стадии, женщина должна прийти к гинекологу, если речь идет об онкогинекологическом заболевании, тогда, когда ее ничего абсолютно не беспокоит. Потому что проблема рака на ранней стадии, то, что он никак себя не проявляет. Если рак начинает себя проявлять, кровотечение, боли, это уже
ситуация не раннего рака, не начального рака. На начальных стадиях злокачественные опухоли можно выявить только при осмотре гинекологом, при проведении специальных Хороший совет, да? То есть обращайтесь к врачу, когда вас ничего не беспокоит. Да. Как Это часто опять-таки женщина фертильного диспансеризация. возраста должна обращаться? Сколько раз в год, в полгода? Ну, минимум раз в год. Раз в год гинеколог? Да. Или мамолог еще параллельно и так далее? То есть каких врачей нужно пройти? Давайте вот раз в год. Женщине от 20 до 49, да, возьмем примерно такой возраст? Ну, сейчас осмотр молочных желез, он тоже в руках гинеколога, в общем-то. Все в ваших руках? Да. Вот удобно, даже не надо уже к 2-3 врачам, да? Достаточно Ну, не одному совсем в прийти. моих, потому что я специализированный доктор, онкогинеколог. Но, в принципе, к нам приходят есть вот такая возможность посетить одного. пациенты с выявленными заболеваниями, с выявленной патологией. Они должны пойти к гинекологу в женскую консультацию, на ту же диспансеризацию. Когда ничего не беспокоит. Еще раз мы это подчеркнем, да, Леонидовна? Вы знаете, я бы хотела еще такую ремарку к тому, что, безусловно, влияние лечения онкологических заболеваний непосредственно препаратов химиотерапии, да, оказывает действительно влияние на органы репродуктивной системы. Но можно сказать, что есть как бы такое непрямое влияние, да, то есть это время, которое женщина затрачивает на лечение заболевания. Когда она в этот период. Конечно. И если, к примеру, у женщины выявляют заболевания в 30 лет, рак молочной железы или онкогинекология, время операции, химиотерапии, лучевой терапии, и даже если у нее будет потом возможность забеременеть самостоятельно, если это будет даже органосохраняющее, то в момент, когда ей разрешат беременеть после реабилитационной терапии, да, она уже будет в том репродуктивном возрасте, когда физиологически, это там 35-37+, физиологически авариальный резерв, то есть то количество яйцеклеток женщине, которое дано, оно снижается. Поэтому вот влияние лечения, оно не только непосредственно пагубно влияет, да, на сами яйцеклетки, разрушает там ДНК, но еще и время, которое женщина затрачивает, оно, безусловно, очень важно. Поэтому важно позаботиться об этом до начала лечения, для того, чтобы даже если она забеременеет самостоятельно, у нее была такая как бы биологическая страховка на случай, если вдруг запас. Ресурс, да. И мне кажется, что даже психологически женщине будет проще справиться с этим заболеванием, потому что есть та цель, которая у нее есть, да, сохраненные ее яйцеклетки или сперматозоиды, и лечение — это просто этап ее жизни, и психологически она будет знать, что где-то есть ее детки, которые ждут, когда она поправится. Конечно, конечно. Есть цель для того, чтобы жить дальше. Хорошо, да, Ферайма, хотите что-то добавить тоже? Я просто хотела добавить о том, что вот по поводу прийти к врачу и провести обследование, ведь обследование на самом деле такое простое. Это просто мазок на онкоцитологию, осмотр, если молочная железа, то это просто УЗИ. Это не какие-то... Неделю ходить Нет, это очень... Это и не больно, да? Это не больно, это доступно. На самом деле УЗИ, гинекологи, это все вот прям буквально ты пришел в женской консультации, все это сделал. Вот это еще очень важно, что не нужно ждать каких-то очередей и для того, чтобы обследоваться. Хорошо, Альфия Рейковна, при каких онкологических заболеваниях эффективно и безопасно участвовать в программе онкофертильности, о которой мы сейчас говорим? Каким способом пациенту с онкологией в анамнезе, да, можно сохранить свою фертильность до проведения лечения? Да, Светлана, спасибо за вопрос. Это очень актуальный вопрос, и мы уже последние 3 года, как онкологи, стали задаваться вопросом, стали обращаться к гинекологам с тем, что как нам поступить. У нас есть мультидисциплинарный консилиум, который состоит из 3 врачей: хирург, онколог, химиотерапевт и врач-радиотерапевт. И когда мы обсуждаем пациентов, и если пациентка говорит, что она задает вопрос, что она хочет еще детей, или она еще не рожала детей, и она задает вопросы по сохранению фертильности, безусловно, мы реагируем сразу. И я бы хотела тоже воспользоваться сегодняшним эфиром, сказать, что очень много пациентов сейчас, да, и если вы позаботитесь о себе и зададите этот вопрос превентивно, вперед, мы можем просто
знаете, не обратить внимание на то, что перед нами молодая женщина, и говорить о лечении, потому что для нас женщина или мужчина, да, это первоначально, пациент перед нами сидит, мы занимаемся его здоровьем. Сейчас, в в настоящем, данный момент. а не будущем. Да. Он у нас вот, плане. он у нас вот перед нами, и наша задача помочь ему максимально. Но у него, может быть, действительно, у этого человека вопрос по репродукции, он самым важным считает для себя. То есть не стесняться, озвучивать, говорить все это врачам. Да, и за последние 3 года у нас сложилась хорошая коммуникация с Казанским федеральным университетом, с АВ Петер Скандинавией, да, клиникой. Есть хорошие результаты рождения детей при локализации рака молочной железы, при ремиссии рака лимфомы Ходжкина. Это мы на сегодняшний момент считаем это самые благоприятные такие локализации для продолжения рода, скажем так, своего при онкологии. Но на самом деле мир не стоит на месте, и сейчас есть международные рекомендации при разных локализациях, там строгий алгоритм, при какой локализации и при каких сроках, при какой степени злокачественности, при каком индексе деления клеток можно рассматривать программу онкофертильности. Не по всех локализациях все очень лучезарно, да, и благополучно, эффективно и безопасно для пациента. Если мы говорим о мужчине, то мужчине проще всего, конечно, сдать биологический материал в виде спермы в банк и спокойненько Всегда жить. мужчине проще. Вы знаете, да, Ремарка. недавно я встретила своего пациента, у которого дочка, до начала лечения все сложилось так, как надо, и он 7 лет, дочь, пойдет в школу в этом году. Но он продолжает терапию, и я у него спрашиваю, ну как, вот, может быть, продолжить? Вы как вот с женой обсуждали этот вопрос? Но, к сожалению, вот та сперма уже не сохранилась, а новую сперму он не может сдать, потому что он непрерывно, регулярно на терапии. И вот время – самый важный ресурс. И очень хочется сказать, что запаситесь максимально, если это возможно, своим биологическим материалом. Для женщин это яйцеклетки, либо ткань яичника. Ну, я думаю, что репродуктологи об этом скажут более подробно. Да, наверное. Вот сейчас мы перешли как раз вот к этому аспекту про время, и это касается не только онкопациентов. У нас многие пациентки думают, что они очень хорошо выглядят молодо до 45-50 лет, и они думают, что яичники тоже так же хорошо, и яичники тоже так же хорошо выглядят. Нет, это не так. К сожалению, в 35 лет... Неизбежно, да? В 35 лет все равно начинается снижение авариального резерва. И вот вы спросили, как мы оцениваем авариальный резерв. Репродуктологи его оценивают по 2 факторам. Это первое, это гормон, антимюллеров гормон, и второе, это количество антральных фолликулов, подсчитанные на ультразвуковом исследовании. И уже многие есть исследования, это не зависит от национальности, это зависит только от возраста. В 35 лет начинается снижение авариального резерва, и начинает снижаться именно пул здоровых яйцеклеток, тех яйцеклеток, которые несут полноценный набор хромосом. Поэтому даже если у вас нет, слава богу, никакого онкологического заболевания, а если вы строите карьеру, если вы хотите отложить материнство, есть такая услуга у репродуктологов – отложенное материнство. То есть вы можете заранее, в 25 лет, допустим, заморозить яйцеклетки и вернуться к этому вопросу, когда вы считаете нужным. То есть даже журнал Time, он сделал такое исследование в 2009 году, 10 идей, которые перевернут мир. Уже в 2009 году. И вот как раз биобанкинг был включен, объявлен одной из идей, которые перевернут мир уже сейчас. А мы этим не пользуемся, хотя у репродуктологов и эмбриологов все инструменты для этого есть. А насколько вообще у нас развит биобанкинг тогда? У нас в каждой клинике репродукции и в нашей медсанчасть КФУ есть свой биобанк. Но мало об этом кто знает, и поэтому вот как раз сейчас на широкую аудиторию мы хотим об этом рассказать. Несите все в банки, биобанки. Да, храните все в банке. Да. Рост идет по количеству обращающихся в банки? Конечно, идет, да, потому что тот же самый интернет женщины читают, и они обращаются. Да, для этого только нужно обратиться к репродуктологу. Хорошо, Ничего спасибо. сложного. Да, очень хороший совет. Мы продолжим после рекламы, не переключайтесь. Онкология не приговор для материнства. Об этом сегодня говорим в нашей программе. Вот Наиля Эдгаровна сейчас у нас продолжит. В принципе, принимается ли, обсуждается ли с семьей вот это решение, да, что вот мы в будущем после лечения онкозаболевания хотим иметь детей. Вообще, как это обсуждается? Все участвуют в семье. Вы психологи еще в этой ситуации?
Ну, я считаю, что консультация репродуктолога, она в психологическом плане очень полезна для пациентки, в том плане, что, как Венера Леонидовна говорила, что это будет свет в конце туннеля для того, чтобы пациентка была заинтересована и замотивирована для продолжения этого лечения, потому что онкологическое лечение достаточно тяжело переносится вообще. Но если пациентка столкнулась с этой проблемой, репродуктолог, во-первых, ничего не может сделать без онкологического консилиума. И иногда бывает такое, что онкологический консилиум не может принять какое-то решение однозначное. Иногда мы в федеральные центры можем обратиться, у нас есть такая возможность проконсультироваться в НИИ Петрова в Петербурге, или в Обнинске, или в Москве, институте Кулакова. То есть мы всегда на связи, потому что они были форвардами вот этого направления онкофертильность в России. И всегда они рады нам помочь, и мы всегда можем к ним обратиться. И когда мы докладывали свои результаты в Москве на Российском обществе онкологов, они тоже удивились, что мы уже работаем так активно, и еще раз предложили, что в любом случае всегда обращайтесь, мы всегда вам можем помочь. А про то, что обращаются ли они мужчина с женщиной, да, они обращаются. И здесь есть интересный такой факт, что мы можем заморозить яйцеклетки, и мы можем заморозить эмбрионы. И есть такая мировая практика, что все-таки мы женщинам рекомендуем замораживать яйцеклетки. Хотя яйцеклетки замораживать гораздо сложнее. Эмбриологи научились замораживать сперму уже 50 лет назад. Где-то около 40 лет назад научились замораживать эмбрионы. И только в 2015 году эмбриологи научились хорошо замораживать ооциты так, чтобы они уже 100% разморозились. Благодаря новым технологиям, называется витрификация или быстрая заморозка. Почему это важно? Потому что клетка не разрушается во время замораживания и размораживания. И вот несмотря на то, что нам легче заморозить эмбрион, мы женщинам рекомендуем либо поделить клетки и частично оплодотворить спермой мужа, и заморозить эмбрионы, и частично оставить ооциты. Почему? Потому что может возникнуть юридический вопрос автономии вот этого эмбриона, о принятии решений в дальнейшем, после пятилетнего, допустим. И потому что жизнь семьи с онкозаболеванием меняется. И как дальше пойдет эта семья, мы не знаем. Поэтому мы об этом тоже предупреждаем. И вот это вот обсуждение дальнейшей жизни после онкозаболевания, это и есть тот психологический аспект, и это и есть то сохранение качества жизни после онкозаболевания, которое важно провести именно до начала специального лечения. Потому что, как уже сказали, и лучевая терапия, и химиотерапия, и время – это все враги фертильности женской. Лидия Гановна, вот Альфия Ириковна сейчас рассказывала про случай своего пациента, да, который с дочкой встретила, и вот тут мечтает еще, а вот уже спермы не осталось. А у вас есть интересные истории? Вот раз рассказываете, вы же сотрудничаете с Москвой и Санкт-Петербургом, я так понимаю, с федеральными коллегами. У вас какие интересные истории? Смотрите, наши вот личные какие. Конечно, вот каждая пациентка, у нас их более 10, она вот через наше сердце прошла. Но сейчас я не могу занимать много времени, я вам расскажу только 2 случая. Вот они прям вот ущипнули за сердце. Первый случай, я его называю условно 2 сестры. То есть, когда пришли 2 сестры, у одной сестры уже в Москве, в институте Герцена, где-то лет 5 назад, удалена матка с яичниками. И вторая сестра тоже пришла с начальной формой рака матки. И ей тоже предстоит органоуносящая операция. И они не сильно богатые, да, но они объединили свои усилия для того, чтобы заморозить яйцеклетки у младшей сестры. И вот этот случай очень показательный, насколько важно человеку реализация репродуктивной функции, оставить потомство, оставить в этом мире что-то после себя. И даже младшей сестре было уже на тот момент 38 лет. Это уже поздний репродуктивный возраст. И нам онкологи дали окошко всего 10 дней, чтобы пролечить ее, получить яйцеклетки, и они должны были ее прооперировать до Нового года, до вот этих праздников. Все получилось? Все получилось. И даже у этой вот возрастной женщины мы получили 6 яйцеклеток. И у нас вся бригада, которая работала, мы удивились, с какими глазами она вышла из
вот репродуктологической операционной, у нее сияли глаза, это был совсем другой Она человек. жизнь увидела, да? Продолжение А на дальше. следующий день у нее была запланирована операция. Это был совсем другой человек. И вторая история, она говорит о том, что мы все сотрудничаем, потому что пациентка 20 лет с лимфомой Ходжкина была направлена к нам из соседнего региона. И для того, чтобы правильно принять решение, мы проконсультировали ее в Санкт-Петербурге у Ольги Евгеньевны Лавринович, она всегда нам помогает. И в дальнейшем, во-первых, мы столкнулись с тем, что у молодой женщины, а это часто бывает при онкозаболеваниях, очень низкий авариальный резерв. В 20 лет очень низкий авариальный резерв. Кто вот в этой теме, понимает, что это там меньше 1,2, даже на ЭКО бесплатно не возьмут. И у нее был 0,8. И все-таки мы получили 12 яйцеклеток, и она сейчас продолжает химиотерапию. То есть у нее сейчас даже менструальный цикл восстановился. И мы всегда держим связь с такими пациентами, нам очень нравится с ними работать, но это трудоемкий, очень кропотливый процесс. И он требует, во-первых, одного принципа соблюдения – не навреди. Потому что как бы мы там ни хотели, как помочь, мы всегда в правовом поле работаем. У нас есть клинические рекомендации, которые оговаривают, что для онкопациентов есть такие-то схемы лечения, разрешенные. И есть у нас такие отступления от правил, которые мы тоже используем для того, чтобы уместиться в это окно. Потому что когда пациенту поставлен онкологический диагноз, у нас 14 дней. Через 14 дней по закону должно быть начато лечение, чтобы не ухудшить прогноз. У вас есть эти 14 дней? У нас да? 14 дней этих нам хватает. Хотели что-то добавить, да, еще? Да, я хотела сказать, что правильно сказала Налия Гамовна, что именно в правовом поле и есть ряд стран, в которых законодательно женщина до 35 лет обязаны при выявлении онкологического заболевания обязаны быть консультированной репродуктологом. И я думаю, что, конечно, очень важно, когда пациенты сами узнают о возможностях, когда наши коллеги-онкологи, но хотелось бы, чтобы все понимали, что если женщина молодая, вдруг, не дай бог, заболела патологией какой-то онкологической, то, конечно, это и врачи должны сказать о том, что она может криоконсервировать не только женщину, но и мужчину, да, и, конечно, консультированную репродуктологом, потому что технологии разные. Есть методы криоконсервации ооцитов и сперматозоидов, есть методика заморозки ткани яичника во время операции онкологической, когда удаляется яичник, и другой яичник замораживается. И у нас в России в клинике в АВПЭТР в Питере рождены уже дети после лечения онкозаболевания, пересадки, трансплантации яичника, стимуляции этого яичника и получены уже рожденные дети. Еще лет 10-15 назад вообще об этом мечталось? Вообще как-то... Как раз в 2014 году эта женщина родила ребенка после трансплантации яичника. Аутотрансплантации яичника. То есть все равно, насколько технологии шагнули, да? Мы сегодня Они шагнули, лет 10-15 назад мы ставили бы просто диагноз и просто лечили и меняли жизнь бы абсолютно, да? При этом есть ли ограничения по возрасту, по программе онкофертильности? Можно ли выносить ребенка после рака груди или удаления молочной железы? Вообще, как все это влияет? Кто может рассказать? Сказать, что буквально недавно вышли исследования, большие, мультицентричные, международные, которые доказывают, что беременность после онкологического диагноза не увеличивает риски рецидива и риски прогрессирования. Более того, другая работа доказывает, что лактация в течение 6 месяцев после родов тоже не увеличивала риски рецидива. Для наших пациенток при раке молочной железы в большей степени это вселяет надежды. Но здесь тоже лучше оговариваться и обсуждать и с репродуктологами, с онкологами. Разные формы рака молочной железы, разные стадии, разный возраст. Хорошо, еще слухи мне хочется развеять. Многие говорят о том, что есть пример знаменитой певицы, актрисы, что многие предполагают развитие онкологии после использования репродуктивных технологий, после программы ЭКО, что потом развивается у женщин онкология. Распространенный вопрос. Я не знаю, я называю пока это слухами и так далее. Но я хочу сегодня узнать, вообще так это или не так? На что в этой ситуации обращать внимание?
Действительно, это один из самых распространенных вопросов, которые пациенты на первичном приеме, планируя ЭКО, задают. И мы говорим вместе в унисон с онкологами о том, что, как и Альфия Ариковна сказала, что существуют исследования, большие исследования, зарубежные, российские, о том, что никаких рисков после стимуляции яичников в плане возникновения каких-то онкологических заболеваний нет. Ровно так же, как и любая беременность, да, то есть во время беременности может случиться, не обязательно женщина должна проходить какую-то стимуляцию, программу ЭКО для того, чтобы, к сожалению, выявить это заболевание. Поэтому рисков на сегодняшний день мировая наука считает, что их нет, и ни программы ЭКО, ни стимуляции не влияют на увеличение статистики онкологических заболеваний у женщин после программ вспомогательных репродуктивных технологий. Можно я добавлю? Сейчас появились такие исследования, что даже с раком молочной железы пациентки имели более хороший прогноз, если они сделали ЭКО и родили. То есть, видимо, все-таки продолжение рода – это все-таки такой святой процесс, что природа всегда за это. И сейчас есть многоцентровые, такие как рентгеновские исследования, которые уже говорят об этом, и российские, и зарубежные. Да, Альфия Ариковна, что добавить хотите? Мне кажется, такое отступление: чего хочет женщина, того хочет Бог. И, наверное, счастливой женщине, да. Еще один из частых вопросов, да, Ферая Маратовна, о том, что после лечения онкологии, что уже потом беременна, как это отразится потом на ребенка, если все-таки женщина потом выносит ребенка, насколько весь этот курс лечения может повлиять на будущее потомство? Тут я все-таки думаю, наверное, онкологи тоже скажут, потому что мне кажется, что лечение, оно здесь и сейчас. То есть, да, есть последствия, но они не будут влиять, скорее всего, на здоровье самого ребенка. Я немножко о другом хотела сказать, о том, что если эти слухи, миф, которые действительно каждый раз называются эти фамилии этих актрис, к сожалению, которые с нами сегодня, пострадали от этой патологии, то никто не может сказать, что было бы, если бы они забеременели естественным путем. То есть невозможно доказать, что это было, что стало триггером, что это стало триггером, да. То есть это вопрос, к сожалению, такой бездоказательный, но и ни в ту, ни в другую сторону. А вопрос того, каким будет родиться ребенок, зависит все-таки в целом от здоровья самой женщины. Конечно, безусловно, женщины, которые будут беременеть после того, как они прошли лечение по онкологии, это будет беременность особая. И естественно, что мы будем к ней относиться особо, с большим пониманием, может быть. И, возможно, будут делать какие-то дополнительные обследования, которые у обычной женщины бы не делали. Но все будет зависеть от того, с каким здоровьем она войдет в эту беременность. То есть здоровая женщина вынашивает здорового ребенка. Да. Слава, я бы хотела еще сказать о том, что на самом деле вспомогательные репродуктивные технологии позволяют не просто сохранить онкофертильность, но и предупредить генетические заболевания. Например, Альфия Ариковна, генетический рак груди, который, мы знаем все, Анджелина Джоли, которая удалила себе молочные железы, потому что у нее генетически. Так вот, мы можем провести исследования на эмбрионах, исключить этот ген рака молочной железы и прервать эту патологическую цепь, и дальше в этом потомстве этого заболевания не будет. То есть это не просто сохранение, это еще и такое исцеление лечение будущего, потомства, от таких страшных заболеваний. То есть на сегодняшний день репродуктивная медицина имеет и такие возможности. И еще я хотела добавить что. Если говорить об ЭКО и онкологии, то на самом деле пациенты, которых мы готовим к программе ЭКО, мы их проводим с точки зрения прегравидарной подготовки и обследования намного более тщательно, чем это происходит в естественном. Поэтому у нас больше возможностей выявить какую-то патологию, которая потом может привести к какой-то трагедии. Поэтому с точки зрения... Наоборот, исключаем, стараемся провести такое обследование. И если мы что-то вдруг заподозрим, то мы, безусловно, сначала будем обследовать и доведем до логического конца, можем делать ЭКО или не можем делать. То есть поэтому в этом смысле пациенты ЭКО, они в какой-то степени
более защищены, ну, с точки зрения выявляемости вот этого заболевания. Хорошо, Елена Сергеевна, сегодня очень много озвучили вот, и биобанкинг, да, и вот много замечательных советов вот, от элементарного, если у вас ничего не болит, идите к врачу. У меня сильно в голову так сейчас вот, сильно вошло, я так завтра пойду, наверное, на всякий случай. Елена Сергеевна, да, каким образом, в принципе, вы доводите вот эту всю информацию до пациентов, до тех, у кого еще ничего не болит? Вообще, как узнать об этой программе? Куда идти? Что такое биобанкинг? Сколько это стоит? Кому надо идти? Мужу, мне? Только непосредственно личное участие врача и пациента. То есть, когда выявляется какая-то патология, врач должен, это его функциональная обязанность, согласно 323 федеральному закону, если мы будем говорить о правовом поле, то согласно 323 федеральному закону у нас каждый гражданин сам заботится о своем здоровье. А функция врача – это поставить диагноз и объяснить пациенту все его возможности в плане диагностики, лечения и дальнейших его репродуктивных, вот в данном случае, возможностей. Это только на личном приеме, то есть когда вот по каким-то каналам пациент попал к врачу, будь то диспансеризация, или будь то там соседка посоветовала, вот это хорошее, любые, пожалуйста, да, методы, чтобы пациент дошел до врача, врач поставил диагноз, и после этого вот вся вот эта вот лечебная работа, она разворачивается. То есть врач выставляет, прежде всего, это постановка диагноза. То есть надо сначала пройти ряд диагностических мероприятий, как инструментальных, так и клиническое обследование. И после этого, после установления диагноза, уже дальше лечебная тактика, она выстраивается врачом непосредственно с каждым пациентом индивидуально, и с каждым случаем индивидуально. То есть каких-то вот четких... Есть, конечно, у нас определенные протоколы, да, но в любом случае персонализированный подход к медицине у нас сейчас, в общем-то, превалирует. Поэтому как? Я вот ответила на ваш вопрос. Как еще достучаться до людей? Можно я скажу? Чем еще, да? Добавлю, с точки зрения онколога, вот когда женщина молодая заболевает онкологическим заболеванием, она пребывает в таком состоянии шоковом, можно сказать. И когда и у нее вот этот вопрос на самом деле может не возникнуть вообще, что мне там надо сохранить. Под сомнением жизни, они будущее. И даже мы начинаем разговаривать об этом с пациентками, они говорят, нет, мне ничего не надо. Лечить меня от рака, я хочу жить, все остальное это второстепенно. И вот в этом смысле мы уже выступаем не только как онкологи, но и как и психологи, как и мы должны ей объяснить, что жизнь не заканчивается, что после излечения онкологического заболевания у нее есть резерв, ресурс для того, чтобы иметь детей, что это не ухудшит сохранение генетического материала, течение ее онкологического заболевания, не будет в ущерб лечению. То есть тут, конечно, всегда должно быть взаимодействие между врачом и пациентами. И в этом смысле вот эта передача, мне тоже, я благодарна, что мы подняли эту тему, для того, чтобы информировать пациентов, что это возможно. Тоже хочу добавить, что не только вот врач, гинеколог, онколог должен озвучивать эту проблему, а должен действительно любой врач быть ориентирован в этой проблеме, чтобы действительно сразу самому не испугаться, господи, у молодой женщины выявили онкологическое заболевание, все, только вот в онкологии все. А чтобы они тоже понимали, что действительно это не приговор. И вот сейчас очень часто мы включаем в состав различных конференций, которые проходят в Казани, на разных площадках именно доклады по онкофертильности, о ее возможности, и чтобы широкая аудитория врачей тоже была информирована об этом, потому что действительно общение начинается первоначально вот с тем врачом, который устанавливает диагноз и у которого пациентка первоначально на приеме. Лилия Эдгаровна, в принципе, сегодня даже по биобанкингу, насколько люди стали более знакомы со всеми этими процедурами. Вот вы можете сказать, что изменилось, либо еще работать в этом направлении? Конечно, есть хорошая такая тенденция, потому что женщины молодые начали задумываться об этом и приходят до начала какого-то заболевания для того, чтобы просто заморозить яйцеклетки. Но я тут хочу еще вот один аспект рассказать в продолжении слов Венеры Леонидовны, что мы работаем в правовом поле, и в наших клинических рекомендациях, которые написаны для репродуктологов, есть такая фраза, что пациенты перед онколечением должны быть проконсультированы репродуктологом. А
в тех клинических рекомендациях, которые написаны для онкологов, только в 2021 году появилась фраза, что рекомендуется консультация репродуктолога. Она не обязательная. Но, конечно, говорить об этом надо, и пациенты должны быть тоже информированы, поэтому мы вот сейчас вот на широкую аудиторию об этом и говорим, что надо до лечения прийти к репродуктологу. Вот это важное очень Да, «до». да. До конца программы 4 минуты. Телезрители проголосовали за первый вариант. 77% я верю, 47% я верю в возможности новых технологий. 41% говорят, новые технологии недоступны обычным пациентам, хотя мы сейчас говорим, что в принципе нужно идти просто вот к ближайшему врачу, и дальше все пойдет по всем полагающимся документам, да. И 11% за парацетамол телеаудитория. Ну, чуть другая телевизионная аудитория, все-таки парацетамол там меньше верит, чем интернет-аудитория. Но в конце все-таки по несколько вот буквально фраз, каждые итоги. Почему онкология – это не приговор для мамы, для будущего материнства? И что нужно сделать, чтобы услышать вот, плач своего малыша? Во-первых, я хочу сказать, что уже 47% поверили, да, я думаю, что это, наверное, мы Это же сегодня хорошо. хотя бы 3% еще убедили в том, что все-таки высокие технологии в помощь. Ну, я хочу сказать, что вот, может быть, не совсем прямо на ваш вопрос отвечаю, хочу сказать, что вот вы спросили, как достучаться. Я уже тоже думаю, как же достучаться и докричаться. Я очень хочу, чтобы все понимали. Врачи очень грамотные, врачи знают, что делать, куда направить, кого с кем проконсультировать. Но врачи, мы работаем по обращаемости. Вот если к нам придет этот пациент, мы ему поможем обязательно. Поэтому Обращайтесь к врачу. обращайтесь, да, Всё. не бойтесь Когда ничего не болит. обратиться. Мы уже Обращайтесь. Версия Ириковна, ваш совет главный. Мне бы очень хотелось сказать, что на сегодняшний момент надо снизить индекс фатальности с онкологией. Очень много людей живут после онкологии, и мы как онкологи их видим, и наши коллеги тоже. В том становятся числе. мамами и папами. Абсолютно, в том числе. да. Вот. Тоже к врачу, да, Венера Леонидовна? Да, я бы хотела сказать большое спасибо, на самом деле, передаче, и побольше бы таких передач, и действительно и на конференциях наших гинекологических и не гинекологических на сегодняшний день много говорят об онкофертильности. Об этом, к счастью, начинают узнавать врачи, пациенты, и действительно поток таких пациентов увеличивается. Я думаю, что действительно выявляемость онкологических заболеваний и, самое главное, выживаемость благодаря тем же новым технологиям в онкологии, в лечении в онкологическом, позволяет пациентам жить и рожать здоровых детей. Да, очень коротко, да, Наиля Эдгаровна, буквально. Ну, я хочу быстро сказать так. Подумайте о своем завтра сегодня. Не бросайте свою мечту стать мамой и папой, несмотря ни на какие проблемы. Мы для этого все делаем. У нас даже есть бесплатная консультация репродуктолога в клинике Корл и в медсанчасть КФУ. Поэтому мы всегда открыты. Есть куда обращаться. Да, Эльмира Жамильевна. Я хочу, наверное, Альфию Эриковне поддержать, что на сегодняшний день у онкологии настолько большие возможности, что благодаря этому стал возможен вот вообще такой Так что используйте все эти возможности и технологии. Что не нужно. Я просто хочу сказать всем девочкам, молодым женщинам, не откладывайте свое материнство, потому что самое замечательное и беременность, и роды, самое замечательное время в жизни каждой женщины. Поэтому не нужно ждать ничего, что будет потом. Живите здесь и сейчас. Я благодарю вас за участие в программе. Спасибо за хороший, важный совет. Я думаю, может быть, сегодня там кому-то мы подарили, вот, возможно, шанс на жизнь или на видение своей собственной жизни. Благодарю вас. Больших успехов вам. Потрясающие героини, потрясающая профессия у вас, конечно. Не каждый туда пойдет, это точно. Спасибо вам за труд. Всего доброго. До свидания.